реабилитирован репрессивный ингушский народ. Сегодня он признан, что он прав, и никаких действий против России, против государства он не проводил. Ингушский народ своей историей доказал, что он не агрессивен, что он добр, что он трудолюбив, что он не завоеватель. Нет, он требует справедливости. Не может быть неправого. Могут быть неправы руководители, их действия, но только не народ. Эту речь Борис Ельцин произнес в Ингушетии осенью 1990 года. А спустя 2 года вооруженные формирования Северной и Южной Осетии начали массированный обстрел ингушских населенных пунктов. Ответят за каждого, кто был убит. Ничто не забыто, никто не забыт. Лишь реквием звучит в горной тиши. Наша вина в том, что мы ингуши. Нам чужого не надо, но свое мы вернем. Взывая к Всевышнему, мы с болью ждем. Иншаллах, придет время, будет наш пригородный район, город Владикавказ. Хроника конфликта глазами очевидцев. Резня 92-го года события. Геноцид, устроенный в тайном сговоре, оправдывает цель отторжения территории. Страна на пороге развала империи. Каждый в стремлении урвать кусок жирнее. Вынашивают план заинтересованные лица. Одобрено руководством госправительства. 5-я колонна, печатью, грифом тайны. Внедренные саботажники и диверсанты. Алания, провозгласившая идеологию. Эксцентризм, дискриминацию, ксенофобию. Удары молнии, масонские силы. Черные тучи нарисовали 3 цифры. Дьявольское око в небе рисует смерть. Число 666. Темная секта, сатанинские ритуалы. Тут начнется расправа над мусульманами. Безжалостные каратели, маздахиты исполняют волю под диктовку сионистов. Сверкнула искра, стравлена нация. Найден метод замысла провокации. Дан сигнал старта, первый выстрел. Приказ отдан, идет этническая чистка. Федеральные войска, танковая колонна. Стреляют в жителей под видом миротворцев. За ними идут, добивают раненых. Из Северной Осетии бандформирования. К ним примкнули кударцы южные. Безжалостно пытают ингушей безоружных. В сговоре с ними казаки терские. Безнаказанно всех убивают, зверствуют. Холодорезанные раны, изувеченные. Сгоревшие тела, пропавшие без вести. Глаза налиты кровью от запаха жертвы. Мертвые тела от насильственных действий. Женщины, мужчины, старики и дети ждут своего часа в ожидании смерти. Как же так? Они не могут поверить сами. Вчерашние соседи стали палачами. Орудуют садисты, крик, людские стоны. Режут живые тела, как скот на бойне. Опьяненный разум от пыток и боли. Жажда требует человеческой плоти. Собрались те, кто проводит экзекуцию. Всяческая мразь и свора ублюдков. Люди спасаются тайными тропами. В бесхозных домах действуют мародеры. Я не говорю о всем народе в целом. Нет плохих наций, есть плохое время. Точнее, нет плохого времени по сути. Есть нации, а среди них плохие люди. 2 народа судьбы, одна история. Почему нет рядом братского народа? А как же клятвы в трудную минуту, оставив нас одних, не протянув руку? У системы нет сердца, это вряд ли. Ей не поможет реанимация, дефибриллятор. Кремль разлагается от слабости власти. Жертвы и хаос под занавесом демократии. Красивая иллюзия, в роли власти актер. На сцене мир, за кулисами произвол. Сорваны овации от кровавого зрелища. 2 геноцида за 1 столетие. Против вмешаться ООН. Не дать, чтобы истребить ингушский народ. В чем виноват ингушский народ? То, что мы не умеем гладко брать и наглеть, как обнаглеть осетины. Кто начал стрелять? Пока мы точно не знаем, кто, но пока говорит о том, что это начали осетинские боевики в целях провокации. Осетинские боевики под нашим, как говорится, щитом начали грабить. А мы же допускаем вражду только к одному народу сейчас. Какому народу?
Но сейчас непосредственно мы допустили большую ошибку к ингушскому народу. И я все время, когда приходили ко мне представители ингушского народа, говорил: я ничего пока не могу вам обещать, пока я не побываю и не повстречаюсь, и не посмотрю в глаза представителям ингушского народа. Глаза ингушского народа. Глаза ингушского народа. Ответят за каждого, кто был убит. Ничто не забыто, никто не забыт. Лишь реквием звучит в горной тиши. Наша вина в том, что мы ингуши. Нам чужого не надо, но свое мы вернем. Взывая к Всевышнему, мы с болью ждем. Иншаллах, придет время, будет наш пригородный район, город Владикавказ. Те, кто у руля, смотрят сквозь пальцы. Нет прав для реабилитированной нации. Федеральный центр сует свои дотации, пытаясь загладить подачкой и компенсацией. Нужна четкая политическая воля. Референдум скажет вам свое слово. Вернуть административную границу, раскаяться в грехах и Богу помолиться. Мы помним ту самую власть преступную, ингушскому народу наплевавшая в душу. Лишь осталась злость, жажда мести. Один народ лечит, другой калечит. Убить одного, значит ты преступник. Убить тысяча, всем все сходит с рук. Видимо, следствие, жалкая показуха. Замяло дело Генеральная прокуратура. Использован народ для коварной цели. Спасибо вам, Борис Николаевич Ельцин. Мы помним осень кошмарного время. Слова с трибуны, ваше салам алейкум. Из-за нашей нации вероисповедания нас подвергают гонениям и травле. О братских народах в гимне клянутся. Гнилая власть, дешевая конституция. Статья 29, свобода слова. Ну раз так, значит говорю по закону. По сей день убийства в домах, траур. Мой крик души, мой андеграунд. Мы не тот народ, чтоб забыть все это. Умеем терпеть всему свое время. Помня прошлое, стремясь в будущее. С нами лишь Он, Аллах всемогущий. Все расставит на свои места Всевышний. Кто коренной житель, а кто пришлый. Кто потомки великих предков. И кто перенял чужую культуру этноса. Предстанут два народа пред карой Божьей. Все забудут о территориальном споре. В судный день начнется жесткий расклад. Там разберутся, кто был прав, кто виноват. Ответят те лица, виновники трагедии. Конкретные факты, известны фамилии. Эффектом бумеранга за все преступления. Возврат земель, всего лишь дело времени. Самообороны ополченцев возглавлял отряд Зелимхан Батаев, помним тебя, брат. Своего народа ты, достойный сын, отстаивал интересы до последних сил. Столько жертв, людских страданий, ни разу, ни одной минуты молчания. Конфликт резни, кровавого итога. 70 тысяч остались без крова. Вынужденные переселенцы живут как в гетто, покинув дома и земли своих предков. Множество убитых, множество раненых. Слезы и боль людей осталось в памяти. И не надо упрекать в межнациональной розни. Я, как и вы, патриот, сын своего народа. Правда глаза режет, помните, люди, это наша земля. Была, есть и будет. Ответят за каждого, кто был убит. Ничто не забыто, никто не забыт. Лишь реквием звучит в горной тиши. Наша вина в том, что мы ингуши. Нам чужого не надо, но свое мы вернем. Взывая к Всевышнему, мы с болью ждем. Иншаллах, придет время, будет наш пригородный район, город Владикавказ. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما